Учитывая, что в выходные синоптики обещают дожди и зябкость, всегда можно согреться хорошим кино в креслах кинотеатра. И уже вчера на больших экранах появилась долгожданная кинопремьера. Фантастическая драма «Дюна» о жизни, предательстве, пряностях и пустыне. Но это если совсем вкратце. На самом деле режиссер Дени Вильнёв воплотил на экране поистине масштабное зрелище по всем пунктам. Например, география съемок затронула и Венгрию, Норвегию, Арабские Эмираты, Австрию, Словакию и даже Иорданию. Саундтрек к картине писал сам Ханс Циммер. Если это имя вам не знакомо, то слушайте. Например, он получил Оскар за музыку к легендарному «Королю Льву». И плюс еще 10 номинаций за работы к таким культовым картинам, как «Человек дождя», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и многие другие. Далее каст. В галерее актеров здесь не то слово звездное. Во-первых, в главных ролях Тимоти Шаломе. На минуточку, пару лет назад он стал самым молодым номинантом на премию «Оскар». Дальше Хавьер Бардем, Зендея, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон. Список можно продолжать и продолжать. Сценарий написал Эрик Рот, создатель спилберговского «Мюнхена» и «Фореста Гампа». Кинокритики называют эту картину кинодолгостроем, а студия Warner Brothers, не скупясь, выделяет на ее создание $165 миллионов. Ну и самое главное, фильм «Дюна» — это фильм, основанный на культовом романе Фрэнка Герберта, который когда-то уже пытались экранизировать и Линч, и Ходоровский. Кстати, Вильнёв в многочисленных интервью предупреждал, что будет идти строго по книге. Даже на первый роман ему понадобится 2 полнометражные картины. В общем, легкого зрелища ждать не стоит. И, к слову, картину «Дюна» назвали главным фильмом недавнего прошедшего Венецианского кинофестиваля. Если вас эта информация заинтриговала, то постарайтесь не пропустить картину, которая обещает стать ярким пятном на киноолимпе. Но уж если мы заговорили о венецианских премьерах, то, пожалуй, продолжим. На белорусских больших экранах можно увидеть обладателя премии Позинетти за лучший фильм в 2020 году «Тайна сестер Макалуз». А вот спустя год после успеха на Венецианском кинофестивале кинокритики Италии назвали «Сестер» лучшим фильмом и отметили весь женский актерский состав. В мелодраме Эммы Данте мы проследим за очень непростой судьбой 5 сестер. Критики сразу отмечают удивительный каст актеров. Итак, в центре сюжета сестры разных лет впятером растут без родителей в захолустье Палермо. Но надо отдать им должное, мечтать девушки не разучились. Сестры Макалуза то и дело терзают зрителя внезапными воспоминаниями, грустью, безудержной болью. В определенный момент большая тревога селится и в голове у зрителя. Как сложится своя судьба? Что будет потом? Каким я буду в старости? Но бояться таких эмоций, скажу я вам, не стоит. Эта картина катарсисом вычистит тревогу и заставит задуматься наперед, как прожить жизнь так, чтобы не было ни хорошо от бесцельно или от несчастно прожитых минут.